Здравствуйте, уважаемые братья и сестры. Это вновь я, и звать меня Иоанн. Это мое духовное имя. И под таким именем я и проповедую. Хотелось бы продолжить тот рассказ, который так неожиданно прервался, как я пришел ко Христу. Я есть татарин. Закончилась причина остановки и прерывания того рассказа. Ну и послужила батарейка. Нет, не батарейка, память закончилась в телефоне. Память закончилась в телефоне, и поэтому она прервалась. Остановился я на том месте, где говорил я о вере, что она должна быть умная, каменная, ясная, без фанатичности. Вот. Но начну я как бы с другого, продолжу, вернее, я с другого, так как я не рассказал все-таки, как я принял христианство, как я пришел из мусульманства в христианство. Я долго шел к Господу, долго шел, я шел 15 лет к Нему, пока я шел к Господу Иисусу Христу нашему Иисусу. Ему то я немало прочитал книг. Первую я, конечно, прочитал Библию. Вот. Я первый раз прочитал ее в 25 лет. Начал читать Евангелие в 25 лет. Затем я стал читать другие книги, подобные этой Евангелии. Евангелию я прочитал 4 книги, она мне не понравилась, потому что одно и то же пишут. Мне так казалось тогда. Возьмешь от Матфея, от Луки, от Марка, от Иоанна, и почти все одно и то же. Думаю, ну что это такое, одна и то же книга повторяется, не буду. Это в 25 лет было. Потом, как бы, я был на пути выбора, что ли, я этого сам не понимал. Затем я взял книжку, у меня и сейчас эта вся литература есть, что начинал я. Это про индуизм, где там были Харе Кришна, потом и католическая. Всякое у меня были книги, и мне сердце никому не ложилось, кроме потом уже я когда все это оставил, потом прочитал я полностью Библию от начала до конца, и тогда я уже понял, что это за книга. И вот стал я изучать в связи с этой книгой. Сама Библия называется Библ, да, с древнегреческой книги. В самой книге там что-то около 64 книг, по-моему. Вот. И мне стало интересно, как, например, переводится Авраам, как переводится слово евреи, или там Измаил, Исаак. Все имена, которые в Евангелии, в Библии описаны, мне хотелось бы это знать. Кусты, дома, улицы, города, почему именно так называется? Это все интересно, потому что все это зарождалось, это все новое. Это как ты пришел на новую планету, ничего не знаешь, и все это новое. И в связи с этим я стал обогащаться, конечно же, литературой. Находил их, духовные книги, справочники, библейские справочники, энциклопедии. И в итоге я пришел к какому-то уже мало-помалу знаниям. Затем, мне все равно не открывалось. Я все шел, и шел я долго, вот говорю вам, 15 лет. Затем, в 28 лет, когда я прочитал первый раз Библию, я уже думал, что только Господь, я, как и все, был грешный, но не знаю, что меня тянуло к Господу, потому что Господь сам говорит, кого предизбрал, того и предопределил на служение свое. Вот, может, для того Он и призвал меня, и предопределил на служение свое, чтобы я проповедовал. Вот. Кстати, я и стал проповедником вот уже лет 8 назад по благословению отца Иоанна, настоятеля храма. И с тех пор я проповедую, где бы я там ни был, с кем бы я ни разговаривал,
я в основном говорю о Господе. Мало-помалу, все равно я живу в миру, и мирские разговоры тоже есть. И вот, когда я принял христианство, я не думал, как на это отреагируют мои родные, близкие. У меня вообще этого в голове не было. Как они отреагируют, или что они будут думать. Меня абсолютно об этом не интересно и до сих пор не интересует. Вот. Хотя не вижу, чтобы ко мне кто-то такое изменилось отношение. Но раз когда-то я пришел на похороны к своему зятю, и собралось там их немало людей, и они все поднимали руки, ну там я сидел среди них, моей сестры муж умер. Вот. Потом я понял, что туда на такие вот, на похороны лучше не ходить, там читается молитва, ты пребываешь в этой молитве, хотя ты внутри молишься своей молитвой Господу, но все равно ты находишься там, где живут, где находятся безбожники и неверующие. Поэтому я обратился к батюшке, батюшка сказал, говорит, ты, говорит, больше так не ходи, лучше, говорит, пойди на следующий день или через 2 дня, как ты пожелаешь, но не в тот день, когда читаются молитвы, лучше после всех этих молитв. И вот тогда я понял, как на меня люди, все мои родственники, кто там был, их человек, там, не знаю, человек 100 там, может, было, вот, они как бы, никто не отвергал, но явно видно было, что они чем-то мной недовольны. Ну, а мне и сохрани вас всех, Господи. Абсолютно до них никаких дел нету. Вот. Так я и пришел к Господу, служа Ему вот уже долгое время. Поэтому здесь у меня нет никаких там сомнений, что ли, или это очень страшные страсти, или очень помыслы, которые приходят, это отдельные разговоры, так как сейчас идет только разговор о принятии и пути моего прохождения к христианству. Знаете, я тут выбрал кое-какие слова из Евангелия. То, что я все говорю вам, без, скажем, без конспектов, вот так, каждому из вас. Я говорю это не свои слова, так как у меня нету мнения своего. Люди, которые подвязались и долгое время служат, и подвязались за веру Христову, я хочу отметить это особо, что те, кто любит, живут именно непосредственно в Господе, воцерквленные, непосредственно, которые причащаются в неделю, мне Бог давал, почти каждый раз я по 3-4 раза причащаюсь в неделю. Если кто причащает, он знает, что это такое, это нужно в церкви почти все время быть. Это надо служить вечернюю, утреннюю, полилеем, то есть помазать маслом, да? Без этого ты никак не причастишься. Поэтому чтение книг, последование к святому причащению, духовных, Евангелий каждый день почти у меня из рук не выходит. Вот. Библии, псалмы, духовные книги постоянно меня окружают. То есть у меня сейчас друзья стали те, с кем я дружу, а это с духовными книгами, с духовными братьями, кто у меня в церквях, с теми. Так вот, здесь я хочу сказать, что те люди, которые подвязались за веру Христова, эти люди, воистину, которые служат Господу, они не имеют своего мнения, не имеют своей воли, потому что мнение – это есть те слова, которые Господь Бог и Иисус Христос сказал. Например, если взять слова от Иоанна, 7 глава, 16-17 стихотворения, говорится такие слова. Иисус от Матвея, да, от Матвея. Итак, всякого, кто исповедует меня. Извините. Вот от Луки. Это речь сейчас идет о том, что когда мы проповедуем, то те слова, которые мы говорим,
мы говорим не свои, а те, что Господь Бог, Иисус Христос, Ему слава и ныне присно во веки веков, через Духа Святого нам говорит, чтобы мы что-то говорили. Да? Вот он говорит такие слова, например, от Луки, 21 глава, 14 стих. «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость которой не возмогут противоречить, не противостоять». Получается, мы не можем свои слова придумать. Да и как ты такие вещи про Бога можешь сам говорить? У меня, кстати, нет образования светское, там высшее или какое. Нет у меня. У меня есть образование, скажем, только ПТУ. Сейчас, наверное, это называется колледж, когда я заканчивал ПТУ. Оно тоже, конечно же, образование самое нужное. Тем более здесь, в Москве, оно просто самое необходимое. Самые ценные руки – это те руки, которые работают. Здесь люди привыкли работать только головой. Вот. Ну а руками мало кто работает. Вот эти люди, они и сейчас, и в прошлом, и всегда будут ценны всегда. Но образование это является с высшим или средним самое низкое. Поэтому, когда меня спрашивают, там, ну вы батюшка, что ли, или вы закончили семинарию духовную, или что-то в этом роде, то я говорю, нет, у меня нет никакого образования. Я простой, говорю, рыбак, как Андрей, Петр, Иаков. Я говорю, я простой пастух, как царь Давид. Я, в конце концов, простой водитель. Поэтому это, говорю, не мои слова, это и свидетельство о том, что я говорю в Духе Святом, что мне Господь Бог дает говорить и проповедовать в Духе Святом. Я не знаю, о чем говорю. Вот эту запись первую я вместе с вами прослушал. Там есть такие слова, где написано, есть такие слова, где прозвучали, например, о пустоте, о смирении, да, о том, что вера была не фанатичной. Например, я вам сейчас вот прочитаю, чтобы вы не думали, что слова те напрасные и пусты, которые у меня тоже, я показал это видео батюшке и простым людям, но вот вы здесь, говорит, якобы, как это нету смирения в другой религии, как это нету смирения и сострадания. Во всех, я уже повторял, нет ни одной религии, которая проповедовала зло. Во всех страданиях, во всех религиях есть и смирение, есть и сострадательность, и жалость к людям. Это есть. Нету такой религии, которой бы это не было. Но это нигде, ни в одной религии нету воистину подлинно. Это просто ширма. Это по человеческому сердцу. А Духом Святым оно не подкреплено. А если нет Духа Святого, который тебя наставляет на правду, ты не можешь никак иметь силы. И даже если ты будешь проповедовать, ты не будешь услышан. Потому что у тебя нет Духа истины, и ты сам не имеешь плодов. Поэтому вот, например, такие слова, скажем, допустим, высшей школе смирения. Да? Вот просто скажем у Иакова. У Иакова написано, 4 глава, 6 стихотворение. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть благодать приходит через многие добродетели, например, как через терпение. Смирение и терпение, хотя терпение само совершенство, но благодать, смирение – это выше любого добродетеля, потому что к смирению приходишь через все добродетели, включая терпение. А как святые старцы говорят, что терпение само совершенство, так и говорит наш батюшка Серафим Саровский, ему слава и ныне присно во веки веков. Поэтому, если сказать, допустим, о пустоте, да, о пустоте. Вот, например, в псалме Давида, в 61-м псалме у Давида написано в 10-м стихотворении.
Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче самой пустоты. Одно это слово, если человеку растолковывать, сейчас нету у меня время столько, чтобы растолковывать каждую, что я говорю, потому что и записи бы не хватило. А так, в двух словах, если Давид говорит, что человек – это суета и ложь, это значит, вне живут люди Духа Святого. Потому что все, что в Духе Святом, есть непорочность, святость и правда. Другого, если мы верующие, по-другому мы не можем понять это. И если это мы верующие, мы должны полностью здесь, как говорится, этим всем книгам, которые у нас на руках, веровать. Потому что сам Бог говорит такие слова. Например, в 7 главе, стихотворение 16 и 17, отец, то есть богослов Иоанн, апостол наш, говорит: Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославший меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» Вот вы одно должны понять. Если человек, когда уверует во Христа, придет к Христу, принят крещение, он сам поймет. Если вот он сейчас сомневается или что-то еще, или хочет прийти к Господу, вот, или он не может себе эти, читая, не может тайно себе открыть, он никогда не откроет. Только потому, что как-то я проповедовал человеку, когда он ехал со мной в такси. Он такой был умный, очень умный мусульманин. И я ему говорил, что вы не имеете права пользоваться словами. Ни одна религия не имеет права пользоваться словами, как вера, любовь, истина. Ни один, кроме народа христианского и иудейского. Эти слова самые первые, они передавались от Ноя, как мы по Библии читаем, к Аврааму. От Авраама они передавались к Исааку, Иакову. От Иакова они передавались к Моисею. Потому что тогда люди не знали, что такое Дух Божий. Они не знали Духа Святого. Там просто Писание нам говорит, что и в нем был иной дух. То есть это сейчас мы читаем Евангелие, мы знаем, что такое Дух истины. Ни одна вера не имеет права эти слова. И я ему говорил, что вы не имеете права этими пользоваться, потому что у вас нет Духа Святого. Как ты можешь открыть себе тайны Господни, если ты не принял крещение, и ты не в учении христианстве? И ты не можешь знать, от Бога ли эти слова или нет. Поэтому вот здесь вот нам и Бог говорит, что кто хочет творить волю Его, то есть пославшего Его, Бога нашего Иисуса Христа, самого Бога, тот узнает о своем учении, от Бога ли оно. Вот я принял Христа, я первое время, конечно же, и не мог знать про эти вещи. Ты поднимаешься по лестнице, продвигаешься все выше и выше и выше, и потом, скажем, Бог так говорит: я откроюсь настолько, насколько ты хочешь меня, то есть по мере познания меня, я тебе откроюсь. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы этим пытливым умом все выше, выше, выше и выше подниматься. И вот сейчас я и живу постоянно с Господом, конкретно воцерквленный, очень и очень глубоко верующий христианин Иоанн. Поэтому, когда ты человек принимает крещение, только тогда он получает Духа Святого, Ангела Христова. Вот. Уверовав, он начинает понимать, потому что Дух Святый наставляет на всякую истину. Только ты пожелай этого. И вот я этому мусульманину, я ему сказал, что про эти вещи, что ты не можешь никак понять, если ты не христианин. Но когда он вышел, и я сам себе задался вопросом: Господи, как мне человеку донести, что нужно быть обязательно христианином, что нужно быть, что иконам, которым он и про иконы говорил, что иконы – это мы не поклоняемся иконам, да, мы
преклоняемся. Слово определил, предопределил, предизбрал. Это слово определяет, что до того, как создан мир, до того, как создал Бог мир, пред сотворением земли, пред началом веков, уже Господь Бог избрал всех тех, кто будет Ему служить. То есть все человечество. Нет ни одного человека, который Господь Бог бы не предопределил и не предизбрал на свое служение. Не существует на земле такого человека. Не существовало в начале, сейчас и когда родятся вновь. Всех Господь Бог предопределил на свое служение. Но не все этого хотят. Как Иуда, как Каин, который убил, как Ламех, который убийством радовался. То есть многие люди сами себя отталкивают от Господа. А чтобы прийти к Господу нашему Иисусу Христу, человек, естественно, должен полностью, не сомневаясь, отдаться и пойти и принять крещение, если на то у него есть добрая воля. Поэтому все слова, которые сейчас вы слышите от меня, они все подтверждены Евангелием. Если сейчас, конечно же, у меня будет время, например, если кому-то было бы интересно, какие-то вопросы задать, может быть, интересно было бы там о чем-то другом послушать, растолковать ему, я бы, конечно, выбрал бы из Писания что-то. Но то, что я говорю, то, что мне Бог дает сказать этим людям, слушающим меня, это, конечно же, сказано от всего сердца, от всей души, всем моим нутром, всем моим разумением. То, что я испытал на себе вот за эти 14 лет во Христе, я это и предлагаю тем людям, сомневающимся, может, которые не знают о христианстве. У нас человек, который хотел бы себя отдать Господу и служить, это ничему не мешает. Никаким внутренним, никаким внешним, ничему не мешает. Только ко спасению души. То есть человек, который имеет в себе правду Божию, он всегда сохранен Господом. Никогда Господь Бог своих людей не оставляет. Поэтому, когда ты решишься принять крещение, тебе на дороге столько препятствий придет, чтобы ты не пошел, потому что лукавый на шее у каждого сидит безбожник и неверующий, и им же плетки погоняет. И если ты вдруг захочешь принять христианство, да даже слушая эту программу, эти слова, что я говорю, он уже на тебя злится. Да даже мы, говоря сейчас, он прям вот здесь. Нету места, где бы этой сатаны не было. Ни в церкви, нету такого, чтобы он не был ни в церкви, ни вот здесь, ни между матерью или сестрой, между сыном, отцом. Нету ни в одном месте, где бы его не присутствовало. Он всегда рядом с нами, и он живет внутри нас. Это первородный грех, понимаете? И поэтому без него не обходится нет. Но только именно молитвой Иисуса Христа мы его отгоняем. И если вдруг у вас внутри родится такое желание, потому что слово, которое я говорю, оно есть семя, падает в сердца людей, и человек, кто начинает думать, и кому Господь Бог уже, может быть, время дает покаяться, люди говорят, что якобы надо время, не у каждого. Мы никто не знаем, когда это время придет. Мы ждем его, а когда он закончился, мы думали, где это время. Поэтому нужно не тянуть ни с чем. Не знаешь, может, выйдешь сейчас из подъезда, и к тебе по башке дадут, и ты потерял свой ум. Или идешь по дороге, и машина тебя сбила. Ты же не знаешь свое время. И потерял ты его время, зато слышал. Поэтому Господь Бог говорит, кто знал много, с того много и спросит. А кто знал мало, с того мало и накажется. Поэтому, когда приходишь к Христу, конечно же, нужно обязательно полностью
решиться и идти к Господу. Только в этом случае человек может до конца, если дойдет, может свою жизнь, душу свою сохранить. Ни отец, ни мать, никто, какой брат, Господь Бог нам говорит, какой брат даст выкуп свою, да, за брата своего. Какой сын или отец или мать может дать выкуп за сына своего? Никто, они все сами нуждаются в этом. Все сами нуждаются. Поэтому, когда человек только думает или хочет прийти к христианству, помните, это очень и очень ответственный шаг, потому что назад поворота нету. Нету назад пути. Ты отрубаешь все полностью. Никаких корней не должно оставаться. Никаких. Всецело Господу. Все, что подвергается сомнению, это от лукавого является корни. С ними нужно бороться. И поэтому, когда ты приходишь к Господу и принимая крещение, Господь Бог тебе даст все силы, мужество и терпение, чтобы ты преодолел этот путь, если ты будешь идти по нему. Потому что много христиан, даже самих христиан из не только татар, мусульман, там, узбеков, азербайджанцев, всех. Нет, сами христиане не могут спастись. Вот мы проповедуем и не знаем, как Петр говорит, если мы веры Христовой, то есть мы столпы веры Христовой, это он про апостола, про себя говорит, я цитирую. Если, говорит, мы, говорит, апостол веры Христовой, столпы веры Христовой, если с нас суд Божий, с нас суд Божий начинается, вам где явиться? Что принесете с собой? Рюкзаки сигарет, водки, драк, обман, прелюбодеяние. Что принесете с собой? Что скажете Богу, если, тем более, там такой свет, не как здесь. Видите, у нас тень везде, вокруг. Нет, там свет, Господь есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот в этот свет, когда мы попадем, этот свет не имеет никакой тени. Мы его будем создавать нашими темными пятнами. То есть мы сами будем видеть себя, что мы недостойны тех, кто вокруг нас. Поэтому трудиться, работать. И Бог предлагает. После крещения дорога только начинается, она очень сложная. Посты, хождение в церковь, причащение. Она тяжела, да, но это только начало. А потом с первых дней, как я сказал, я сразу принял с первых дней. Вот, как принял, сразу стал служить. То есть ты сразу начинаешь жить по-новому, и в итоге ты превращаешь свой образ жизни. То, что ты крестился, ты превращаешь этот образ, как говорится, в свою жизнь. И таким образом идешь по этому. И никогда стараешься не нарушать его. Потому что это, я вам скажу, не просто идти по этому пути, особенно эти посты, например, когда люди в Новый год радуются, там что-то кушают, а у тебя обычный день. И таких не просто дней, например, взять покаянные дни, покаянные посты, там сам по себе пост идет 49 дней, а до него идет еще 2 недели, как называемое мясо постное, сыр постное, это все вместе 64 дня. Именно так я живу. За 2 недели у меня и Рождество. Если 40 дней, то у меня там получается 54 дня, по-моему. Вот так. Потом есть у нас и Петров, Павлов, Успенский пост. Он одинаковый. Что Рождество, что этот Успенский, Успень, Пресвятой Богородицы Матери Божией, пост. Они одинаковые, никогда не меняются. Меняется Пасха и меняется Петров-Павлов пост. В этом году они чуть-чуть 2 недели с половиной совсем. А так они и по 39 дней, и по 33 дня бывают очень... И тебе все время приходится жить в посту. Но если бы вы знали потом, по пути, когда вы будете знать, как это здорово, тогда бы вы поняли, что это значит. Но это темы и это слова для других бесед. А сейчас я бы хотел сказать, что, вы знаете, в христианстве нет ни одного запрета. Не существует, казалось бы. Оказывается, одно все-таки существует запрет. И мне Бог дал его узнать через
Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст говорит, христианину, проповеднику, запрещается насильственно врачевать душу другого человека. Ты не имеешь права говорить, что мусульманин плохой, не тебе рассуждать. Ты не имеешь права ни одну религию обижать. Ни одну. Ты не имеешь такого права, потому что тебе никто нет. Но я говорю то, что на моем сердце. Я говорю, потому что я был мусульманином, я был татарином. Был почему? Потому что в Господе Иисусе Христе ты перестаешь быть русским, татарином, кем бы ты ни был, ты перестаешь. Ты становишься христианином. Твое имя, нация, родные все христиане. То есть ты христианин. Больше у тебя нет нации, ни татарин, ты никто. Но это, опять же, не говорит, что ты бросаешь свой род, все. Нет. Просто Бог прежде всего. Так и говорится. Прежде всего думайте о Царстве Небесном, а все остальное приложится. Поэтому чем больше посвящаешь ты себя Господу, чем больше ты идешь по Его пути, тем более и более ты начинаешь подниматься по лестнице, как по лестнице Иоанна Лествичники. Да? Вот. Поэтому христианин, который, или будущий христианин, который хочет, или будущий мусульманин принять христианство, вы подумайте, что нет, ни один христианин себе этого не позволит, чтобы какой-то брат, тем более нам сказано, любите ближнего свою, как самого себя. Как я могу? Для меня все братья, для меня все родные. Но мы их называем безбожниками и неверующими, потому что они живут вне Господа нашего Иисуса Христа. Как, например, сказал бы мусульманин на меня, как кафир, так бы сказал на меня. Ты неверующий в Аллаха, и ты мне враг, прочь, например, от меня. Так бы он сказал. Я так не могу сказать. Для меня молитесь за врагов ваших сказано. Поэтому для меня все братья. Я говорю то, что на сердце. Я был мусульманин, пришел к Господу, и я понял, что такое христианство. Я понял, что такое христианство, я понял силу этого христианства. Но вот сами подумайте, я никогда в жизни не молился. Да? Я уже говорил, я в мечетях не был. Я не был вообще верующим. Как я принял христианство? Возможно, было, что я сейчас вам скажу, было, может быть, но я не помню, чтобы я один день не помолился утром, в обед или вечер. Не было такого я не помню. Господи, прости меня, если я лгу. Я ни разу не помню, чтобы я не помолился. У меня все более и более молитвы. Сначала было у меня там, может быть, 2, 3, 6, 5, 10. Там. Сейчас у меня более 109 молитв в день. Это утром час, ночью час. Я встаю рано в 4 часа на молитву. Потом я ухожу в церковь, там 2 часа молюсь. Проходит время, обеден, опять молитва. Вечером я иду на вечернюю службу. И так, если я свободный, каждый день. Нет у меня другой жизни. Все друзья, которые у меня были, они, может быть, есть, но мне они уже не интересны. И общение мне с ними не интересно, потому что, когда придешь, с ними не о чем говорить, кроме у кого-то торговли нет, у кого-то машина сломалась и что-то. И эти разговоры мне не интересны. Мне интересно только о Боге, вот, о всем, что говорится в Духе Святом. По-другому. Кого-то я отверг уже, не хочу общаться. Кто-то меня отверг, как я уже стал, как будто по их разумению, что я такой стал как бы углубленный, пытаюсь отойти от их общества. Вот. Ну, никаких там слова там, как обида, что ли, нет. Поэтому призываю вас к христианству или там с мусульманами, это любой христианин это сделает ошибку. Так нельзя говорить. Мы несем только Слово Божие, что Господь Бог нам дал проповедникам, что Господь нам дал подвижникам, подвязающим за веру Христова, нести Слово Божие и говорить истину. И вы сами принимаете и принимаете, надо ли вам это или не надо. И если Господь Бог вам даст в сердце это семя, росток, вы примете. Но лично мое мнение, лично мое
извините, лично мое мирское рассуждение, как нам говорит Павел, это я так и понимаю, что это есть мнение. То есть человек, который говорит, когда Павел говорит, и скажу вам по человеческому рассуждению, наверное, это есть мнение в миру. Вот этим я хочу воспользоваться и сказать, что если лично я говорю не в Духе Святом, а как человек мирской, нету более, знаете, учебной или ученой школы, что ли, как это сказать, чтобы человек понял добро, любовь, милосердие, истину. Нет такого. Я потому что прожил, и по своему опыту я вам это говорю. Я же не пришел с христианства в христианство, а пришел с мусульманства. У меня все мои родные до 4-5 поколения, все они мои бабушки, дедушки были мусульманами. Поэтому я вам и по человеческому рассуждению говорю, что эта школа самая, наверное, сильная в мире. Потому что другой, я не знаю, я на себе испытал. И если вы хотите, чтобы я, что ли, утвердил человека, которого еще колеблется или сомневается, то я вам говорю, не сомневайся и не колеблься. Прямо иди и крестись. Но прежде пообщайся с батюшкой. Прежде все, кто хотят принять крещение или колеблют, или хотят, кто сомневается, вот, послушай эти слова, которые мне Бог дал вам передать. Вы, пожалуйста, к батюшке подойдите, поговорите, узнайте, что есть христианство, как это все делать. И говорю вам, пока вы пойдете, помните, вы будете уже гонимы, уже мучимы этим сатаной, который вас будет со всех сторон бить, колоть. Как Господа пробили копьем в ребро, так и вас он будет все время колоть. Но когда вы примете то чувство, которое вы почувствуете, у каждого оно будет по-разному. У кого 2 недели, у кого 3 недели. У меня немного было. У моей дочери было 3 недели. У меня было 2 недели. Такое состояние передать невозможно. Невозможно. Как вот Павел говорит, нет в человеческой речи, что Господь Бог приготовил для человека, любящим Его, в Царстве Небесном. Нет в человеческой речи такого объяснения, нет, слов таких нет. Вот и вы это почувствуете. А потом, чем больше кто будет отклоняться от Господа, тем более у него будет это теряться. А чем ближе ты будешь идти к Господу, тем ты будешь чувствовать все более и более и более себя, созрелым. На этом я, раб Господи Иоанн, хотел бы с вами попрощаться. Не знаю, если возникнут вопросы, то значит до новой встречи. Вот. Если не возникнут у вас вопросы, то, может быть, если меня попросят, я вам проповедовал что-нибудь, то, что вас интересует. Вы знаете, сложно, конечно, человеку нести свои слова. Вот. От Господа, если нет вопросов. Поэтому, тем более я вам сказал, что я человек, язык у меня не такой подвязанный и не такой прям, я такой грамотей. Вот. Но как могу, я так проповедую. Поэтому всем желаю силы Божией, всем вам желаю, чтобы те, кто захочет с того сойти и встать на путь истины, конечно же, мужество, терпение, силы, которые приводят к самому высшему достижению смирения. Господи, вместе с вами я хотел бы это смирение получить. К нему надо столько трудов. Это только поможет Дух Божий, то есть Господь Бог Иисус Христос. Ему слава и ныне присно, и во веки веков. Аминь. До свидания. Всего вам доброго всем. Спасибо вам за внимание.